В декабре на большом экране покажут первую комедию на коми-языке. Снять необычный фильм решила студентка СГУ имени Петерима Сорокина Виктория Канева. Актеры уже набраны, сейчас под них пишется сценарий. Далее дело за малым – воплотить мечту о съемке настоящего фильма в жизнь. Дарья Вологжанина о том, как процветает киноискусство в республике. В последнее время исследователи и журналисты пытаются разобраться в феномене якутского кино. Оно выигрывает престижные кинофестивали и конкурсы не только российские, но и международные. Самобытность, культура, свой язык, код фильмов народов Якутии. Все эти составляющие есть и в нашем коми-крае. К мысли о съемке фильма привела любовь к технике, делится Виктория Канева. С профессиональными камерой, стадикамом, штативами и микрофоном она познакомилась в институте на факультете журналистики. Затянула, хотелось быть не в кадре, как многим, а за кадром. Далее фотодело и видео бэкстейджа к фотосессиям. Первые творческие работы. О кино тогда девушка и не помышляла, но все изменилось тем летом, когда Викторию позвала поработать ассистентом сыктывкарский режиссер Ира Леонтьева. Я была будто рядом со съемочным процессом, то есть я видела, как она работает с актерами, как они перевоплощаются, как она ставит камеру, свет, все это делает. Я видела ее раскадровку, видела ее сценарий, как это все вот создавалось вообще. И меня это так вдохновило, вот настолько вдохновило, что я, когда мы закончили съемку, я такая: так, все, я хочу тоже что-то снять. Сейчас Виктория проходит обучение по режиссуре в Петербургской киношколе. В конце курсов девушка должна представить свой фильм. Совместно с наставником было принято решение снимать короткометражку на коми-языке. Такого большой экран еще точно не видел. Актеры набраны. Главный критерий – знание национального языка. Локация тоже известна. Фильм будет снят на родине начинающего режиссера в селе Вомын Карткиросского района. Никто до этого не снимал короткометражное кино на коми-языке. Вот, но идея фильма все-таки будет в секретике, потому что я никому не рассказываю, чтобы не сглазить. Вообще этот фильм, он скорее комедийный, с нотками драмы. Там будет очень абсурдные моменты, которые вот в обычной жизни никак не бывает. Вот. Но в том же моменте есть какие-то очень знакомые ситуации. И все это будет показано в сельской местности. Идейный вдохновитель Виктории – сыктывкарский режиссер Ира Леонтьева. Тоже выходит сыктывкарского журфака. Начинала с пародий на звезд, после студенческая передача на Катаева, а потом и серьезные работы. Клипы для группы «Не на йоту» и короткометражки. Первый фильм «Незачет» вышел в октябре прошлого года. По сюжету две девушки идут в поход. Во время откровенных разговоров они меняют судьбы друг друга. Летом у меня была бессонница, и я просто такая: зачем вот я буду сейчас страдать, что я не могу уснуть, я просто пойду и напишу сценарий. И я пошла и написала сценарий, я не умела вообще ничего. Ну, то есть у меня был опыт в видео, у меня был опыт как бы примерно, ну, то есть я что-то знала, как там, ну, то есть как снимать я знала, этот опыт у меня был, а остальное я только как бы могла представлять. Сейчас Ира работает еще над одним фильмом «Мы ходим в воды лета». Его отсняли совсем недавно. Фильм на популярную, но волнующую режиссера тему домашнего насилия. Героиня фильма, она выбирает между своими убеждениями, своими идеалами и реальностью, которая на нее обрушивается вот как раз в фильме. Этот фильм про техники забывания, про способы забывания негативного опыта. Снимают кино не только в столице Коми. Ухта не отстает. Павел Лагутин, оператор ухтинского карпункта Юргана, снимает не только сюжеты в «Наши новости», но и творит свободное от работы время. Недавно с единомышленниками создал клуб исследователей кинематографии. Как влияет кино на общество – основной вопрос его участников. У клуба есть уже и творческие успехи. На этапе постпродакшена находится их первый короткий метр. Всех секретов я пока сейчас не могу раскрыть, мне не позволяют авторы.
Все, что могу сказать, то, что это будет фильм, первый, скорее всего, в республике экранизации коми-легенды. Вот. Прям так, именно в художественном плане. То есть это жанровое кино, это фильм ужасов. Планировали снять, но в итоге получился мистический триллер. Режиссеры делятся. В республике пока нет так называемого режиссерского комьюнити, которое бы объединяло любителей кинематографии. Сообщество могло бы облегчить работу над созданием фильмов. Организационная работа, набор актеров, согласование мест съемок, поиски техники – процесс энергозатратный. Но и это не останавливает наших творцов. Фильм можно снять даже в глубинке. Главное – желание. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, Дмитрий Булаев, телеканал «Юрган».